летом, большинство бывает плохо. Большинство. Когда жара, Когда нужна вода, мало бывает. Изменилось ли что-нибудь после закрытия моек в городе? Вовсе нет. На вопрос представителя местной администрации жительница отвечает тут же. Женщина уверена, дело вовсе не в них. Более того, теперь машины моют во дворах, затрачивая в несколько раз больше воды, чем если бы пользовались услугами автомоек. У каждого мойки стоят свои резервуары, которые накопляются вода. Вода накоплена стоит, у них она бывает, на неделю-две им хватает своя вода, которую они провозят даже, которую они даже накопляют с краника. Но уже так как уже дана такое поручение, они не работают. Владельцы моек исправно платят налоги, утверждают в администрации. Вся необходимая документация у них на руках. Внутри установлены специальные резервуары, хотя воду зачастую используют питьевую. Так или иначе, обе мойки по улице Физкультурная закрыты. Единственная открытая мойка в городе находится по улице Асканова. Благодаря очистительной системе со специальными фильтрами одна и та же вода используется в течение 3 месяцев. Работники мойки уверяют, чтобы помыть одну машину, достаточно всего 1 ведра воды, благодаря подаче воды под напором. В день здесь обслуживают до 10 машин. Расход воды совсем небольшой. К тому же на мойке установлен резервуар объемом 5 тонн. Вся эта система владельцам обходится весьма дорого, потому не каждый начинающий предприниматель может себе ее позволить. Прислали вот этот вот весь, который фильтра вот эти, чтобы менять эту воду. У нас она месяц, считай, не работала мойка, потому что не было вот этих фильтров. Как только прислали, вот их установили, мы открылись. И вот с тех пор у нас чисто идет одна обработка, мы, то есть не тратим воду. Как выясняется, вода в домах у жителей не идет вовсе не из-за моек. И на напор воды они также не влияют. К тому же в летний сезон автолюбители обращаются к ним крайне редко. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.